Вот как крупный оборвался, обломал мормышку, так и все перестало. Так что поедем дальше, посмотрим, может там найдем голодного хариуса. Скоро время клёва начнется. Надо на рыбные места идти. Тут мелко. Ну тут разное всякое. Переехали на новое место. Вот проехали перекат. Ловили выше переката. Теперь вот ниже переката вот такой плесик. Потом после этого плеса идет сужение с поворотом. Глубина. Но там, как я помню, вот такие же кусты. Все в воде лежит. Вырванные с корнем. Очень много зацепов. И рыба, как правило, там не клюет. И там невозможно рыбачить. И глубоко. Здесь место, с одной стороны, идеальное. Нормальный плес. Место рыбное, но может быть ловили одну-две рыбки, там максимум там может пяток и в удачные года. Почему-то здесь рыба не держится, я не знаю почему. Так что надежды, что мы здесь что-нибудь поймаем, конечно, большой нет. Но проверить надо. Все-таки не руками будем, с помощью шурика. Вон раз, пяток лунок проверим. А вдруг? Чем черт не шутит? Все-таки тупо проезжать места, на которых возможно есть рыба, не стоит. А вдруг повезет? Год на год не приходится. Может быть, вдруг вот в этом году рыба сюда зашла. Но, повторюсь, навряд ли. Проверили вот этот длиннющий плес оборенный. Лунок 30 тут, наверное. До этого лунок 20. Ни одной поклевки. Или клевать перестала, или рыбы здесь нет, я не знаю. Но я так думаю, Васькова отпускали, все равно, наверное, должно было клевать. Хоть что-то. Хоть мелочевка. Оп! Это что было? Облет, или облет зацепился, или был удар. Скорее всего, облет, наверное. Я на первой лунке-то отпустил Васька одного. А, здесь, на этом плесе? Он взял, я даже глубину найти не успел. То есть клев, наверное, есть. Вот у меня здесь непонятно, похоже было на удар. Если никуда вторая нимфа не зацепилась. Тут мормышка с нимфой. Или она об лед зацепилась, когда я поднимал. Но такое ощущение было, что типа ударило что-то. 3 лунки осталось проверить. Я говорю, Ромке, давай чай попьем. Он говорит, переедем, потом там попьем. Немножко ниже проехать, там мы не бурились. А там Григорьевич как-то с Игорем неплохо потаскали тоже. Примерно местечко помню. За поворотом там. Так и не понял, что это было. Похоже было на удар. Может, леска зацепилась. Но второй раз же не цепляется. Значит тюкнула. Вон, если бы зацепиться, она бы и второй раз зацепилась. Значит, хариус здесь есть. Значит, у него просто аппетита нет. Не та мормышка, тут сломала. Это сейчас поставил вот такую какую-то сверху нимфа. Снизу вот хрен пойми что. Черная с желтой точки атаки с красными глазочками. Может быть, ее не хотят. Тут зеленую с бахромой она клевала на нее. Не, наверное, попробуй здесь, Ром, своей. Может, на твою клюнет. Проверим уже до конца эти 3 лунки. И поедем дальше. Одну и две еще шлепни здесь. Очень интересный случай. Сюда приехали, как бы вот на этом месте рыба ловилась. Лед есть, лед есть, лед есть. Я говорю, Ром, здесь мне что-то время, это место не нравится. Вон, видите, да? Бугор, видно, что тут то ли выдра, то ли это как ее, бобр живет. Во-первых, говорю, здесь лед темный. И говорю, ну не нравится. Он, я говорю, до бревна дотянись, все. Рома тоже подошел. Здесь лед еще нормальный. Сделал шаг, вот, 1,5 метра. Снег прошел, небольшая корочка, и бур ушел и не достает. Здесь вот льда уже нету.
как бы вот это видно, что надо чувствовать его. Хотя вот там рядом лось проходил, все это. А вот здесь вот вокруг вот этого подводного бревна, вот то, что вот тут вот лежит, видно, что оно здесь лежит, что-то вот такое. Идет бурление такое, и здесь льда нет. Вот так вот пройдешься, и бульс, и ты там. Хотя буквально вот здесь вот метр, здесь лед еще есть. Очень опасная река вот в это время. Если, допустим, на первый лед этого незаметно, или зимой, это все замерзает сразу. Сейчас снизу все съело, сверху не держит, только корочка. И смотреть надо. Где-то чуть затемнение уже. Вот видишь, серый лед, тут нормально. Там серый, нормально. Тут потемнение. Тут вот уже лед уже гнилой весь. И пешком уже здесь ходить нельзя. Или на лыжах, или на урагане. Иначе будет буль-буль-оглы. Пока едем вперед. Не знаю, докуда мы доедем. Скоро будет тот перекат. За этим поворотом же тот перекат, да? Наверное, Да, вроде бы. Я его, конечно же, вчера боялся я его. И глубина, смотри. 2 метра глубины. Обычно промывает на перекатах. А тут 2 метра глубины и льда нету. Вот такая вот опасность. Тоже подошел притык, да, считай, если бы вместе с буром ушел. Я же на вытянутых руках. Ну какая разница? Я там тоже на вытянутых, на лыжах тюкнул пешней, что вместе с лыжами ушел, блин. Одно дело пешней тюкнуть, а я-то стоял на лунке, которая еще 50 сантиметров лед. Ну, метр прошел от нее. Вон, ты стоял, вон это. Ты ближе уже к той лунке подошел. Не знаю, посмотрим сейчас. Доедем до переката. Если на лыжах пройду, ненадолго, ага, мы да ненадолго, блин. На пару часов можно съездить. С таким плюсом быстро промывает на глазах. Че, настроение пропало? Есть такое? Ну, кому сейчас легко? Мне тоже оно не очень-то. Конечно, папе говоришь, здесь нету ледопопа. Есть вот. Нет, ну была же. Так, что? Блин, вот уже здесь вот опасно получается. Видишь, вот чернота. Здесь, по идее, можно даже провалиться, но, может быть, пока нет. Тут только корочка. Да. И все, вот чернота, это уже туда. Что делаем? Пробуем ехать дальше? Или разворачиваемся и где-то возле избы? Где там все места проверены? Там нету рыбы. Ну да. Ладно, попробуем, рискнем. Блин, глубина-то 2 метра еще здесь, блин. Здесь он пройдет. Ну пока. Пока. А вечером Этим ходом проходит. ходом, блин. Вот эта темнота уже меня смущает. Вот здесь уже льда нет. На лыжах проверим где-нибудь объезда, найдем, наверное, да? Если совсем и размоет, если сейчас провалимся. Ладно, мы, наверное, тот перекат даже не сможем пройти, мне кажется. Попробуем, давай. Если продавит, то значит уже будем искать другое место. Лишь бы сейчас не продавило под буксом. Нормально. Вот тут мне тоже не нравится уже, блин. То, что снега много. Ладно, пробуем.
береза черная все. Вот тут нормально, синий лед. Здесь он крепкий. Нет, пока еще не перекат. Пока еще нормально. Ну не совсем нормально, вон тоже перекат, но как бы он еще проездной, наверное. Вон. Черный. Туда не лезь, главное, и все. Вот сюда не лезь. И сюда не лезь. Тут-то пока проехали. Вчера мы здесь 9 штук поймали. Только тут вот почернело уже, видишь? Возле березы-то, ну. Возле березы размывает, там вот эти, где деревья лежат. А там мы выше поймали я одного, и ты самого крупного, да, выше поймали, выше березы этой. Не знаю. Че, по-любому пробуем. И раз приехали сюда, сейчас закинем удочки, чай попьем хоть. Глотнем Чайковского и пройдемся по лункам, благо буриться не надо. Здесь это место нас вчера обрадовало. Попробуем, что сегодня скажет. Так, где у меня удочка-то? А, куда я дел? Он там же. Нет, не там. Куда я дел? Ай, где же ты, где же? А куда удочку дел? Упала, что ли? А вот она. Я же и с ней рыбачил. С этим говном. До первой поклевки. Сейчас закину. Здесь у нас поклевка была вроде бы. Нет? Нет. Или была, не помню уже. О, ну, сейчас пойдем посмотрим. Есть крокодилы в этой реке. Вон Романыч. Роман Геннадьевич вон вытащил красавца. Не знаю, мне кажется, он даже крупнее вчерашних, да? Нет, вроде. Да, молодец, молодец, красавчик. Янцикадан, Янцикадан. Вот это красивый экземпляр. Вчера его здесь не было, уже подошел. Значит, хорошее место. Я выключил только камеру, устроился поудобнее. Что, тяжело лез? Нет, я не успел понять. Ага. Когда они сопротивляются, думаешь, маленький лестница, когда бывает где лунки, уже видишь, что они Оп. маленькие. Это что у меня было? Блин. Не поймешь с этой нимфой. Нимфа цепляется об лед. И может каку сделать неплохую. Ну, ради этого красавца уже стоило только из-за него приехать сюда. Ну, здесь-то мы пока еще пробьемся. Тот перекат, получается, еще мы не проехали. Опасный. Я думал, он здесь, он чуть дальше, оказывается. Если до сюда вы доехали, уже хорошо. Здесь хоть половим. Может быть, если что-то будет. Сейчас выключу камеру, обязательно будет поклевка. Тут кивок очень нечувствительный. Вот такой хариус клюнет, как у Ромки, и утащит удочку к чертой матери. Но будем надеяться, что выдержит. Ловись, рыбка, малая велика. Я возьму другую удочку с одной мормышкой. Ромка пошел на лыжах за березу, потому что хотел без лыж. Я ему говорю, проверь на лыжах. Одел лыжи, взял в руках ледобур, чтобы проверить. Ну вот,
как и ожидалось. Небольшая корочка до березы, потом каша. А возле березы корочка и все, вода. Цвет льда много чего говорит. Вот это серый лед, он крепкий, он хотя бы рыхлый, но безопасный. А где лед темный, уже туда лучше не лезть. Или лучше на лыжах. Вот, перешел, теперь пешком проверить те лунки. Вчера он там тоже крупного хариуса поймал. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Ну его нафиг. Вот когда вот это все прикроет снежком, и легкий такой морозец будет, что снег не тает, и оп! Опа, 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 что-то хорошенькое. Опачки, есть. Есть контакт. Вот тогда вот будет опасно. Тихо, тихо, отдай мормышку. Отдай мормышку. Вот Янскадан. Блин, крючок загнул аж. Вот тогда будет опасно. Нашли, подошел вчерашнего дня. Видите, да, где есть, он бьет сразу. Я только начал отпускать, и он сразу ударил. Хотя вот здесь я был, неужели он бы не видел? Получается, дальше метра, что ли, не видят, что ли, они? Ну, 2 метра, 3. Может быть, где-то здесь он стоял. Я только вот закинул, он сразу на спуске уже ударил. Его мало, он есть. Опа, 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 опачки, вот это еще лучше. Янскадан. Отдай крючок. Вот это еще красивее. Даже не клюнуло, как-то на подъеме взял. Вот это мне уже нравится. Янскадан. 2 штуки подошли. Вчера их не было. Вчера мы все тут несколько раз обошли. И в камеру смотрел, ничего я не видел. Значит, им это место нравится, если они сюда подходят. Красавцы. Ромка, я здесь 2 штуки поймал. Ромки пока там никого. Так, опарыша добавить одного. Тот украл у меня. Чтобы симпатичнее было. Вон, видите, да, как крючок загнулся. Красного опарыша поставлю. Точку атаки. Все, теперь, пожалуйста. Ну, поменьше Ромкиного. Ромки здоровее все равно. Приятно, приятно. Вот сколько у нас уже? 2-3 часа не было поклевок. Все забывается. Все эти километры, все эти куча лунок проверенных, бесполезных. Когда с одной луночки вот такую парочку вытаскиваешь, и все хорошо. Значит, все в порядке. Красавцы. Такая прелесть. Такая вкусняшка. Самая красивая, самая вкусная рыба все-таки это хариус. Древняя удочка столетняя. 100 не 100, а лет 15-20 ей точно. Переломанная, переремонтированная 100 раз. А вот, как мы видим, ловит еще рыбу. Если она есть. Чтобы ее не ловить-то. Оп, есть. Так. Хорошо. Хорошо, молодцом. Ёшкин ты кот. Блин, мормышка кривая. Да, ёшкин ты кот. Да, блин, что ты такой скользкий?
как цыганский ребенок. Как Иван Григорьевич говорил. Скользкий, говорит, как цыганский ребенок. Как будто он цыганского ребенка в руках держал. Так, отлично. Янцкадан. Троечка уже собралась, красавцев здесь. Еще будет, нет, повторения. Вот видите, Харис уже начал шевелиться, начал гулять, потому что вчера мы здесь поймали 9 штук на этом месте. 7 штук, ну, до обеда, 2 штуки после обеда. Потом все, гуляй, не гуляй, смотри, не смотри, поклевок не было. Прошло чуть меньше суток, ну, сутки, грубо говоря. И вот Ромку одного поймал, я вот 3 уже здесь. Уже подошли. Долго на месте не стоим, лучше пройдем несколько раз. Не хулиганить, в лунки обратно не лезть. Там Ромке походу ничего не клюнуло. Идет обратно. Ладненько. Пока выключаемся до первой поклевки, иначе у нас карта памяти не бесконечная. Уже 3-ю меняю. Чуть-чуть не успели. Хорошая поклевка была. Потянулся включить камеру, но чуть-чуть позже, наверное, не заметили. Отдай. Крючок загнутый, аж, блин, отцепить не могу сам, блин. С одной стороны, это хорошо уже. Меньше вариантов, что он сойдет. Но с другой стороны, он уже загнутый. Если крупный, может разогнуть или сломать. Второй будет, нет? Оп, есть, есть, есть. Давай, 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 Янцкадан. Рано, правда, Янцкадан кричу. Еще с лунки не вылез, я уже Янцкадан. Блин, скользкий, пипец. Так. Блин, только что я здесь сидел, не было их. Уже подошли откуда-то. Откуда я снизу рыбачил, сверху ты смотрел, откуда они могли подойти? Гуляют, получается? Мы находимся с того берега, они пробежали с этого берега там. Пробежали, проскакали, тыгдым, тыгдым, тыгдым. Ой, можно же сесть, что? Скорость, с которой плавает Хариус, мне кажется, он час в 10, потом уже там на том повороте, а потом через минуту опять здесь. Ну да, они быстрые. Вот успеешь вот стайку проходящую поймать, сколько успел, сколько поймал. Может, как раз вот та стайка была, вот 3 штуки здесь поймал, значит, он снизу вверх шел, значит, там надо рыбачить. Все, только 2 были. Брать-то вроде берут. Крупные эти нормально, сразу хапают. Мелочевка выеживается, блин. Хотя хрен его знает, может просто время пришло, да? Может время пришло, вот время, как вчера. Сколько время-то, наверное, 2:30, я так думаю. (14:56), 3 часа. Ну, в принципе, вчера в это время ловилось. До 5 где-то. Мне кажется, нашли просто. До этого же, которые брали, да, тоже ж хорошо брали. Но были и такие, что тюки, все, один раз тюки, все. Васьки. Ну, не знаю, если я не поймал, откуда я могу знать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Вчера здесь 9 поймали, да? Все,
Все, пошли искать другие лунки, другие варианты. Мы сегодня чай-то пить будем, нет, Роман Геннадьевич? Наливай. Так ловится, что даже чай попить некогда. Перекус, перекус. Может, сработает, как вчера. Перекусили. И еще парочку выловили. Лавировали, лавировали, да не вылавировали. Умеешь такое сказать, нет? Лавировали, не выловили. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Только надо еще и быстро сказать это все. Корабли лавировали, да не выловили. А ложка желобовыгибоемистая, можешь сказать? Ложка желобовыгибоемистая. 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 А юбка с подвыподвертом. Юбка с подвыпердвертом. С подвыподвертом. Подвыпердвертом. Не пердом, а с подвыподвертом. Подвыпердвертом. С подвыподвертом. Подвыподвертом. О, с подвыподвертом. Утащит ведь, где? Упора нету, по-моему, прижми стеклом. Вот так вот не утащит 100%. Все, а где твой стульчик? Дай мне это, я боюсь на него садиться, блин. Меня держит, тебя-то удержит. Ну. Мы немножко отдохнем и опять ловить пойдем. Приятного аппетита всем. Ой, как хорошо жить без рыбацкого, да, Ром? Да? Чай тоже греет. Не так хорошо, но тоже греет. Ну да. Друзья, хорошие новости. Перекусили, попили чай. Не успел даже камеру на голову одеть. Вторая же лунка. И вот еще очередной красавчик. Вот он. Вот такой вот красавец. Вообще синевой аж отливает. Розовый, синий. На все цвета радуги. Ударил сразу сначала. Но не знаю того, не того, но вытащил сорта я. Был, ну не то чтобы схода, сорта вытащил. Он такая уже, ну хорошо укололся. Закинул, и буквально сразу же последовала поклевка. А камера у меня еще была в кармане. Я вообще забыл про нее, что с ним убрал в карман, когда кушал, чтобы голова отдохнула от нее. Целый день тоже в шапке с этой камерой от резины, голова, волосы устают. Сначала сорта вытащил, и потом сразу же была поклевка. Не знаю, он, не он. Может, их двое было. Может быть, ему пофиг то, что он сорвался. Уже подтянул, уже почти до лунки он ушел. И сразу же он схватил второй раз. Это хорошие новости, потому что только что мы проходили, его не было. Значит, рыба уже активно гуляет, активно передвигается. И самый интересный момент, то что вроде бы все хорошо и начала рыба ловиться, но уже река сгнила и уже здесь не порыбачить. И до реки доехать проблематично. И по реке уже больно сильно не походишь и не покатаешься. А рыба только-только начала движуху. Так, надеюсь, видно. Вчера здесь 9 штук вытащили, сегодня 7 вроде бы. Хищница. Вот здесь вот что-то не хочет. И вчера не хотела, и здесь вчера не хотела. Вроде бы и место одинаковое, а где-то ловится, где-то нет.
терять время. Сейчас еще туда подойдем. Там еще после обеда не пробовали. Оп, есть поклевка, есть. Опачки. Есть еще один. Янцкадан. На этой лунке вроде бы не ловили еще. Так, кидаем сразу. Может быть, если рядом стоит, еще ударит. Куда поплыл? Он же даже на льду умеет плавать. Все, активный. Стал активный, бьет. Аж красиво. Удар такой сразу. Вот это такая рыбалка мне вот нравится. Такая активность рыбы. Ее мало, но если ты ее находишь, получаешь огромное удовольствие. Опа, здесь что? Мы еще сегодня даже не пробовали. Возле берега, может быть, тоже что-то будет. Нет. Долго. Много времени не теряем. Лучше обойти лунки несколько раз все по кругу, чем стоять над одной лункой. Что, на ту сторону не ходил за березу? Так, мне вот интересно, их тут двое было, или он один и тот же укололся и взял второй сразу? Потому что укололся-то вообще жестко, блин. Неужели они не чувствуют ничего? А мормышку мы сломали там, да, на мели. На обратном пути надо немножко времени оставить, вечерком там проверить, может попадется. Ну там крупный был, если крючок сломал. Так, пока все. Долго же ты собирался? Минут 20, наверное, полчаса прошло. Еще одна поклевка. На обратном пути уже. Туда прошел до конца. До конца лунок. Вот, обратно возвращаюсь, и он ударил. Уже подошел откуда-то. Откуда они подходят, никому не известно. Ромка вот выше пробовал. Поклевок нет. Я снизу шел, поклевок нет. А откуда он появился? До этого пробовал. Здесь тоже ничего не было. Это что было? Или куда-то зацепился, или что-то поклевка была. Времени прошло много, но хоп. Не просто так пошел. К урагану уже хотел отъехать на новое место, а? Думаю, покидаю еще разик. И он клюнул. Янцкадан. О, Ромке тоже клюнул? Вот откуда? Мы только что там были, не было, считай. Они уже откуда-то подошли. Каждый день здесь, если будет по десяток собираться, и если рыбачить, можно хорошо урожай снимать. Пришел, десяток поймал. Но завтра уже нас здесь не будет. Ой, здесь, друзья, тоже смотрите. Вот мы здесь ходим, спокойно ловим. Вроде лед есть. А вон, смотрите, что творится возле берега. Полностью уже берег промыт. Здесь, наверное, тоже по-любому живет бобр. Вот он свалил одну березу, прогрыз ее полностью. Он вторую уже приготовил. Тоже, наверное, скоро рухнет. Вот. Пойдешь к берегу, допустим,
за веточкой или еще что-нибудь, плюх и буль-буль. Тут надо очень осторожно, очень аккуратно. Все. Спешней все на лыжах. Вон, я говорю, вот Рома здесь пошел, вот черный, говорю, не ходи без лыж, не ходи. Вон здесь уже верхний слой проваливается. Тут он пробурил, еще внутренний лед был, там он пробурил, уже внутреннего льда нету. Сразу небольшая корочка сверху, и сразу пошла глубина, вода. Это вот от этой березы. Здесь идет завихрение, и вот черный. А где черный, там воды нет. Он даже вот на лыжах он продавил. Ну, на лыжах не проваливается. Я так думаю, на урагане проехать должны сегодня. Завтра, возможно, уже здесь даже на урагане не проедешь. Пешком точно провалишься. Вот так пойду и бульк, и там буду. Там под елкой тоже никак, под березой, потому что там берег тоже промытый. Вчера еще здесь смело ходили, сегодня уже нет. Завтра уже здесь будет открыто, скорее всего. С таким теплом. Солнышко, конечно, спряталось, это хорошо. Но все равно ветер и тепло, они делают свое дело. Ладно, все, вроде поклевок нет. Поехали дальше. Посмотрим, может что-то получится еще на новое место пробиться. Лосечек. Лосечек у нас клюнул. Иди, дружок. Бабушку позови. Или дедушку, если бабушке некогда. Только что здесь проходил. Туда. Поклевок не было. Дошел до березы, развернулся, прошло 5 минут. Обратно иду, уже поклевка. Уже прилетел откуда-то. Так, ну что, посмотрим сегодня. Веревкой привязываться будем? Или может вообще не стоит? Ладно, проверю на лыжах. Попробую так. Если что, лопатой вытащишь меня. Пешню взяли? Взяли. Тянет куда-то нас, блин. Вон плес, целый плес не обловленный еще. Что, будем привязываться, нет? Ладно, попробуем. Куда лезу? Хрен не узнает. Вон, еще больше открылось, чем вчера было. Уже по колено. Фух. Вот этот верхний слой провалится, уже мало не покажется. Нафиг с этими местами. Хоть один раз, блин, голова сработает как надо. Вчера уже поехали. Тут вот если это провалится верхний слой, то уже мало не покажется. Вон. 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 А верхний слой, он может провалиться легко и просто. Нафиг. Нафиг, нафиг. Все. Бог с ним. На следующий год оставим. Еще один.
Смотри, тоже с пиявками. Он что, блин, стоит, что ли, получается? Тоже он пиявка. Какой ты скользкий, а. Ну, типа, стоял, наверное, не было такого, что мы с одной через некоторое время второго вытаскиваем. Вон, пиявка опять. На плавнике. Почему-то все за верхнюю губу попадают. В общем, едем уже обратно. Не стали рисковать. Пробурили тот плес. Ну как плес? Яма получается. Который перед перекатом. Там 3 метра, 2,5 метра. Сколько лунок сделал? Лунок 40? Больше. Лунок 50, наверное, Ромка просверлил там. Через каждые 5 метров. Не вовремя села батарейка. Аккумулятор поменял. В общем, на чем мы остановились? В общем, пробурили мы там лунок 50. Все проверили, поклевок нет. Еще одно место пробурили, лунок 10. Проверили, поклевок нет. В общем, вернулись опять здесь на клевое место. До опасного места сначала остановились. Там проверили все. Поклевок нет. Переехали сюда. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 лунок. Ромка сегодня на лыжах 2 раза сюда переезжал. Поклевок не было. И вот дошел до 7-й лунки. Последнюю уже все проверили. Бац. И вон он. Красавчик клюнул. Я говорю, давай, Ромка, еще вверх пробурим. И раз здесь клюнул он, может быть, лед есть тут. До этой кочки точно можно еще буриться. Там ямка, потому что на ямке никого нет, кроме малявок. Как-то я смотрел в камеру прошлый год, позапрошлый, там здоровая береза лежала с ветками. И под ней просто куча стеной малявок, гальянчиков было. Рыбы не было. И там как бы на ямке не клевала, а здесь на поворотике рыбка поклевывала. Говорю, дай пробуримся еще немного. Рома говорит, ты же хотел, говорит, ну, на тот поворот, где у тебя крупный хариус крючок сломал. Я говорю, ну я так думаю, успеем. Время уже у нас уже 5, наверное. Да, без 6 минут 5. Осталось нам рыбачить примерно где-то полчаса, максимум минут 40. Заключительный день сегодня у нас, день выезда. Все на исходе, батарейки на исходе. Карты памяти на исходе, уже 3-ю меняю. Ну, рыбалка у нас получилась, грех жаловаться. Один день вот только без Ромки я ничего не поймал, возле избы ходил. Пробурил кучу лунок, ни одной поклевки не видел, не знаю, с чем это связано. Или рыбы там нет, или в тот день просто рыба не ловилась. А так, стабильно. 1-й, 2-й. И тут вот 2 дня тоже неплохо. Нормально. Янскаден. Ну, сегодня пока не вечер, думаю, что-нибудь да должно клюнуть. Ну, не должно, хоть постараемся, чтобы клюнуло. Вот так вот, скажем так. Аккумулятор на шуруповерт Ромкин еще один остался, так что экономить нечего. Хуже не будет, если лишнюю лунку проверим. А вдруг именно там нас ждет трофейный. Один сегодня трофейный уже ушел. Мормышку поломал. Пока тишина. Ну, давай, давай, давай. В лунку, в лунку. В лунку лезь. Да лезь ты в лунку, ёшкин ты кот. Лезешь куда не надо, блин. Вот еще один. Не зря, Роман Геннадьевич, ты бурился. Каждый труд должен быть оплачиваемый. Вот наша плата. Еще +1. Ромка уже сходил до конца, свернул удочки и обратно пришел пешком. А я обратно пошел с удочкой в надежде на поклевку. Вот мы поймали там. Вот Ромка здесь лунок 10 еще пробурил.
Вон так, 10, да, где-то. Туда прошли, поклевок не было. Обратно Ромка пошел без удочки, а я по лункам прошел. И он уже откуда-то появился. Янцкадан. Молодец, красавчик, красавчик. А как он упирался-то, я думал, там вообще килограммовик сейчас появится, блин. Он так выгибается хвостом и в сотку, получается, не лезет. Надо ждать, когда он в другую сторону выгнется. У меня за 4 дня рыбалки один раз так только сделали. Ты потому что с дури тянешь, вытаскиваешь, леска-то не веревка тебе, блин. Сопротивления-то нету, они не успевают понять, что они попали. Ну да, конечно. Надо любая. Может крючок поломаться, может леска порваться, может губа у него порваться в конце концов. Тут спешка точно не нужна. Ну и слабину давать не надо. Как бы все должно быть чувствительно. Ты должен чувствовать поведение рыбы. Ну вот клюнул и дал надежду еще. А больше нет. Он был один. Ну такой красивый. Что, Ромка, ждешь? Ты ждун? Ну смотри. Ты изначально не хотел даже за березой останавливаться. Вот остановились за березой. 2 штуки плюс. Почему я не хотел? Я спросил такой, да. Не знаю, типа остановишься, так остановишься. Нет, так я не сказал, нет. Категорически. Если есть какой-то шанс, надо его всегда использовать. Вот здесь, да, мы поймали крайнего? Вот сходил бы до конца, может, там бы подошел что-то. Нет? Дышь? Я только там был. Ну, мы только тоже тут и прошли туда. Он раз и появился, откуда ни возьмись. Если здесь я поймаю еще, пойдем, ну? Если не поймаю, не пойдем. Поймаешь, я один лыжи еще там проверю, скажу. Тебя за язык никто не тянул. Сейчас он сидит, думает, хоть бы не клюнул. Нет, почему? Если клюнет, значит подходит потихоньку. Да, он есть, но с какой скоростью и куда он подойдет, хрен его знает. Не, все, забирай того коня, да поехали. Куда? Уговор в уговор. Ну ты пока за конем ходишь. Все, ухожу. Я даже не пытаюсь дальше остаться. Я сам тебе говорю, давай уж поехали, что ты там сиськи мнешь. Ой. Ну, спасибо, и на этом хорошее место, Янцкадан, хорошее. Господи, благослови, нол бура. Медем бобря стеного стырта, медем выдра с чери составсова шоя, медем ставы своли бур, мыдво бараната челок там черекишный. Понял? Да. Молодец. Я же говорю, хороший. Погнали. И есть еще немножко времени. Остановились по пути еще на этом плесик, на котором вчера мы поймали штук 5 вроде бы, в том числе одного хорошенького крупного. Сегодня пробежались, поклевок не было. А, да на первом, говоришь, Васька поймал, отпустил, да? Да. Тоже Васек? Да. Вот, а Горич не клюет. 2 Васька уже сегодня поймали. Вот он единственный тут и остался, его вверх низ катаю на лифте.
Войсковое царство. Сразу клюнул. Почти. Ну вот, два войска, если есть, где-то, наверное, родители-то должны существовать. Мы их вчера сиротами оставили. Без дедушек, без бабушек. Что, никого? Даже поклевки не было? Чудо не произошло. Ну ты же одного войска поймал, которого отпустил. Последний Васек. Последний из магикян. Последний, не магикян же, магикан. Магикян. Магикан. Это индейцы такие магикане были. Вот, последний из магикан. Солнышко у нас уже село, начало темнеть. Время, наверное, уже... Сейчас посмотрим. А? Луна появилась. Луна. Новая? Новая. 17:26. В это время вчера уже темнее было. Сегодня пока еще есть. Мы еще успеваем на тот поворот, где у нас сегодня была обломана мормышка. И здесь, на этом плесе, движения рыбы никакого. Если вчера мы еще 5 штук поймали, сегодня уже никого. Только Васек и то отпустили. А на том месте, видите, вчера поймали, не было, сегодня опять набежали. Все. Сматываем удочки и валим на последнее место, где вчера мы закончили. Там сделаем завершение, закрытие, подведение итогов и все такое. Погнали. Так, ну вот мы на заключительном месте. Оп, поклевка была. Опа, 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 опа. Есть тут рыба. Янцикадан. Блин, я так еще сижу, удобно устроился. Подъехал специально. Мы где-то лазим, блин. Рыба-то вся здесь, оказывается. Еще +1 в общую копилку. Специально подъехал так, чтобы можно было сидеть. Только закинул. Ну, вы сами все видели. Ромка рассказывал, что он сейчас, когда ехали, вместо каюра, там же площадь небольшая, маленькая, провалился, говорит, метров 5, говорит, как на водных лыжах, говорит, ехал. Я так думаю, это только верхний слой, наверное, не полностью же, хотя кто его знает там. Не, там черноты не было, но все равно, если бы на буксе провалились, мало бы не показалось, наверное. Но явно не этот у меня оборвал, сломал мормышку. Оп, ну. О-хо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 ! Речной монстр, ершище. Тут-то да. Рыба моей мечты, да? И рыба моей мечты, да. Тут я в камеру отпускал, видел, там штук 10-15 как минимум плавало. Так что сейчас они будут долбить, наверное, мне. Нигде их нет, а именно над этой лункой, вернее, под этой лункой. Ну, вчера же чуть-чуть ниже ловили. Ершей? Но... Тут тоже они крутятся, вертятся, но подходят. Харюза. Днем мы сколько здесь сегодня? 2 поймали? 3? Ну, что-то поймали все равно. И крупный вот обломал. Вот в надежде на этого крупного, что он успокоился, подошел. И, возможно, клюнет. Мы и остановились здесь. Ну и то хорошо. Так. Это что? Еще один ёрш. Сопливчик. Бьют-то так серьезно, блин, как не знаю кто, блин. Одни сопли, блин, все штаны в соплях уже. Третий клюнет, я уйду отсюда, убегу. Попробуй только клюнь. Вот первый Харис красавчик сразу только отпустил хлоп. И на льду. Нафиг. Не будем ждать третьего. Времени нет. Здесь не пробовал? Нет.
Все же с этой лунки началось вроде бы вчера. Вся красота. То сначала пришли, не было, потом хлоп-хлоп. И накидали немножко. О, тоже что-то неясное было. Неясное, непонятное. Ёшек. Ну, что-то для ерша он как-то интересно клюнул. Не похоже на ерша. Или малек, или мелкий жиган, Васек. Хотя иногда так и крупные балуются. Малек, наверное, вот видишь он? Видишь как? О, ну да, я же говорю, гальянчик он. Что, тебя амнистировать, что ли? У меня первый, я еще не ловил. Поклевку как этого. Как у малька. Ладно, не будем... То, опять он долбит. Тот же малек, нафиг он нужен. Пошел нафиг. До первой серьезной поклевки, пока выключаемся. Что-то непонятное творится с камерой. Толкаю речь тут и смотрю. Камера зависла с полосками, что-то непонятно. В общем, все, закончили рыбалку на сегодня, на этот сезон. Подводим итоги. Тащи рыбу, пока снимает камера, а то что-то она, не знаю, что она снимала. Это третья карта памяти уже. Надеюсь, что-нибудь да мы увидим. Та-дам! Ну, неплохо, не так, как вчера, конечно, но все достойные. Ну-ка, по-быстрому. Верши, я вижу, сколько. Этот кабанелла. Вон еще кабан большой он, да? Вон. Так. И... Что втихаря считаешь? Я не считаю. А что не считаешь? Перекладываю. Так, Дальше. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 хорюзов и 5, 6, 7 ершей. Самого крупного сегодня поймал Ромка, вот этого кабанчика. Или этого, я уже не знаю. А, одного ты вот этого крупного самого, это второго я, наверное, там, да? Я уже не помню точно. И один у нас оборвал. Ну что, неплохо под занавес. Примерно ровно половину вчерашнего улова мы поймали. Общий улов, друзья, будет вполне приличный. Так что до открытой воды нам рыбки, наверное, хватит. Но мы еще по-любому порыбачим на Печоре. Если позволит, конечно, лед. Вставные удочки, все такое. Попробуем. Закрытие сезона зимнего, конечно же, сделаем на озере, Окуневом озере. Там, думаю, лед простоит. Если тем более будут заморозки, будет наст, вообще будет шикардос. Вот, ну, пока все. Сматываем удочки. Попробуем доехать нормально до избы, подняться эту горку, собраться, все. Ну, попрощаться мы еще сделаем включение. Как-то вот так. Спасибо большое, речка, за рыбалку. Спасибо большое за пойманную рыбку. Увидимся в следующем сезоне. До новых встреч. Прекрасная река, не правда ли? Мне нравится. Роману, наверное, сейчас тоже понравилось, да? Столько рыбы, говорит, я еще не ловил. Ну, он просто забыл. В детстве он тоже ловил рыбу. Может, чуть поменьше, но ловил. Он у меня с 8 лет уже на реке. У нас буксировщик уже в одном месте провалился. Главное, чтобы здесь не провалился. Ну-ка попробуем. Провалился? Но букс нет, да? Ты только? А там буксировщик, да, провалился? Ужас. Ну все.
один лесной переход. Еще один тяжелый лесной переход. Вот главное эту горку подняться. Молодец. Еще один лесной переход. Еще немножко по речке. Еще одна крутая высокая гора. И мы в избушке. А там пока соберемся, думаю, немножко прохладнее все-таки будет. Все-таки по прохладе выезжать легче будет. За день все отпустило. Тем более Ромка, когда позавчера приехал, по-любому там, наверное, нифига не держит. Вот здесь еще проскочить по этому бревну, блин, где вчера стекло сломали. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь я взял чуть левее, чтобы этот пенек нет. И он меня по бревну вот так вот раз и задел стекло, ствол дерева и треснул. Хорошо, что не полностью, кусок. Ну, сейчас, думаю, уже, по крайней мере, до реки доберемся. Включимся на горке, как будем подниматься, потому что на этот раз придется подниматься с санями. Я так думаю, будет непросто. Ох ты, еще и дерево здесь тоже. Лишь бы гусянка не уперлась. Что у нас, куда? А. Вот здесь, наверное, вот так вот. Конек застрял в ствол, уперся. Сейчас бы главное, чтобы он сам не уперся. Нормально перелезли. Вот такая мелочь. А крутанешь лишний раз, допустим, не понял, в чем дело, и можешь забуриться между деревьями и сесть надолго, пока все не почистишь и все не выпилишь. Ну, теперь, я думаю, уже до реки доберемся, немножко осталось. Давай, 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 давай. Молодец, молодец, ураган. Там просто кто-то, видать, на буране или чем поднимался, накидали веток, а по веткам скольжение плохое и тормозит. Фу. Слава Господи. Сюда поднялись, это уже хорошо. Так, стекло пока не забыли поставим сразу. Он недолго же было приехать и снять стекло. Оно там вообще не нужно по лесу шарохаться, блин. Нормально, все. И вот это тоже заберем. Все, в общем, собираемся, убираемся, прибираемся и выезжаем. Ну вот и наконец-то мы собрались. Время уже, я скажу, 19:36. Пока собрались, пока Чайковского попили. Вот как мы видим, все убрано. Развесили матрасы, одеяло. Все. Теперь мыши какать туда не будут. Высохнет, проветрится все. Не будет. Ну, вот так и надо оставлять, чтобы все матрасы, одеяла были в подвешенном состоянии. За собой оставили полный порядок. Ничего из еды, конечно, не оставили, потому что все съели, но 2 пачки соли в кастрюлю мы закинули, что привозили. Кастрюля закрыта. Все, вон дрова, вон сухие дрова на растопку. Все нормально. Чайник пустой. Все, говорим этой избушке большое спасибо. Спасибо хозяевам избы. Дай Бог им здоровья на долгие годы. И чтобы у них все в жизни получалось, чтобы все было хорошо. Все. До свидания, избушка. До следующего сезона. Также вот здесь куча дров напилили. И береза, и кругляк. Кому надо, колонны есть, топор есть.
все расколят. Берестый вагон. В общем, можно на первое время тут неделю жить с дровами. Также у нас дрова еще напиленные. Там вот береза, то что попилили. И вот береза рядом упала. Этих дров, если есть пила, хватит надолго. Даже ездить никуда не надо. Вот так вот все собрались. Полные сани. Ромка смотреть будет, чтобы ничего не потеряли. Загружен полный кофр. И толкач тоже у нас загружен, да, получается? Нет, толкач относительно пустой даже. Все Твой рюкзак туда, чтобы... Ну давай, чтобы не брызгало. Лучше пакеты вот эти, а то они легкие, могут вывалиться, рюкзак-то Ну, тяжелый. ну давай. Места еще хватает. Мусор весь вывозим в пакетах, ничего не оставляем. Все, что привезли, все увезли. Ничего не оставляем. Все. Погнали. До свидания, лес. До свидания, лесная речка. Поехали мы домой. Увидимся теперь уже на новой рыбалке. Скорее всего, это будет рыбалка на Печоре. Сезон рыбалки на лесной речке был короткий, но, я так думаю, яркий. Как думаете вы, пишите в комментариях. Вот еще Роман Геннадьевич собственной персоной, что бы я без него делал. Моих напарников уже нет. Хорошо, что есть сынок, который мне поможет. И веселее вдвоем. Одному уже что-то... Раньше я ходил один, одному теперь уже что-то скучновато. Все. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Обязательно увидимся.